На улице сейчас минус 44 градуса мороза, но по ощущениям все минус 50. Пробыв снаружи буквально 30 минут, лицо покрывается инеем, становится очень холодно. Однако густой туман и суровые якутские морозы не стали помехой для тех, кто решил продолжить добрую новогоднюю традицию Валерия Мельникова. Все началось 10 лет назад в селе Марково Амурской области. Именно там появилась первая новогодняя открытка. Зимние поздравления Валерия Мельникова быстро обрели популярность и стали настоящим достоянием села. В конце октября прошлого года Валерия не стало. Мужчина скончался от коронавируса. Но местные жители решили продолжить его дело и обратились к скульптору из Благовещенска Алексею Сидорову. Лично не был знаком, но идея хорошая. Вот, делал ее в таком самобытном стиле человек, молодец. Несмотря на то, что от него не было какого-то там художественного образования. Действительно, нужно отдать должное человеку, что делал волшебство, так сказать. Это и правда настоящее волшебство. Благодаря энтузиазму деда Валерия поздравить друг друга с наступающим Новым годом вышли сотни человек по всей стране. В этом году при поддержке Минприроды России к акции присоединились жители Новосибирска, Омска, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы и Якутска. Нам помогли молодые ребята из Центра компетенции «Лето». Мы очень им благодарны. Сегодня они нарисовали эскиз. Мы распределили по бригадам людей. Принимали еще участие наши сотрудники Министерства экологии. Эта акция проведена в целях привлечения внимания населения к охране водных объектов. Это экологическая акция. Но, естественно, это добрая открытка с наступающим Новым годом. На якутской снежной открытке энтузиасты изобразили быка холода, а ознакомиться с работой прибыл сам Чисхан. Издревле бык холода ассоциируется с морозами. Поэтому мы решили поздравительную открытку изобразить быка холода. Всех поздравляю с Новым годом наступающим! Всего на лед Талого озера города Якутска вышло около 60 активистов. По словам Николая Мартынова, одного из участников акции, работали энтузиасты быстро. Погода располагала. А потому создать открытку удалось всего за 3 часа. Я думаю, что этот рисунок сохранится совсем недолго, потому что он уже завтра сможет, наверное, скорее всего, покроется шугой. И не так будет отчетливо видно контуры и края. Поэтому нужно успевать. Сегодня надо обязательно подойти. И когда будете мимо проходить, обратите внимание с моста, как все это выглядит. Зимние акции, народные забавы не редкость для Якутии. Но именно чудо на льду, как ничто другое, сближает и согревает сердца. Сарглана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск.